Якутск. Минус 30 градусов. Вот все в таких утеплениях по имени Наташа. Все стоят с автозапуском. А тут вообще замерз. Тоже. О. Весь двор в Наташах. Есть такие дома. Такие. Сегодня ночью вылетаю. Якутск, Владивосток. И всех приветствую. Забрал Toyota Corolla Rumion. 13-й год. С оценкой 4 балла ББ. С пробегом 37 тысяч. Вот. Вообще мелкие царапины. Ну, машина грязнутая, поэтому не видно. Вот это А1, по-моему. Угу. Сзади что? В бампере что-то чуть-чуть, да? Вот это. В обвесе комплектация G. Камера заднего хода имеется. Компания Shibuya. Катафоты, обвес, стоп-сигналы. 13-й год. Задние тормоза дисковые. Резина 195, 65, 15. Лето. Литье нештатное. Вот здесь тоже указано, но не видно. Бесключевой доступ. Фары, линза, ксенон. Против туманки имеются. Ветровики. По салону кожаные сиденья, кнопка старт-стоп, мультимедиа, NST W62G. Вот. Климат. Просторный, оказывается. Имеются по 2 ключа. Вот. В комплекте. Здесь воду нельзя. Вставки тоже из кожи, да? Вот. Имеются эти. Так, сейчас. Rumion. Пробег 37 418.
SD-карты нету. SD-карты сняли, все. Так работает. Кармашек здесь очень удобный. Очень просторный салон. Высокая крыша. Здесь имеется вот бардачок. Здесь тоже подстаканники там. Угу. Такое. Багажный отсек. Полочка имеется. Открываем, закрываем, да? О, домкрат есть, буксировочный есть, баллонник есть. Все на месте. И бананка. Бананка размер 15-17, оказывается. Родные это тогда 17-е, что ли, получается, или как? Кармашек. И вот здесь кармашки. Задний ряд сидений. Тоже кожа, подлокотники, все на месте. Здесь что-то большое. Кармашек имеется. Вот здесь. Вот. Очень просторный. И здесь большая бутылка влезает спокойно. Литровая. Под капотом 1НЗ. Легендарная. Аккумулятор Т55. Сейчас антифриз проверим. Сколько там. Ну, масло светлое. Замены не надо. Антифриз проверим. Сколько градусов. Берем. О, минус 18 показывает. Минус 18. Меняем антифриз. Это однозначно, а то в пути перехватит. У нас там уже 35 под 40 градусов. Стекло купил 4662. Отсюда купил. Одна штука. А в автотрейде у них закончилась. И вот она лежит уже с 23-го года здесь. Говорят, по ошибке привезли или что. Это около Артема. Ну, другие фирмы есть. Бензон. Но клиент заказал только хук. Ну и правильно. Я здесь что-то нашел. Что это, ребята?
И вот здесь есть автоугонка или что? Интересная штука. Скотчем. Купила резину 17 тысяч. Гафорум 10,5, 65, 15. 25 год. 45 неделя. Требуюсь. О, здесь очередь большая, поэтому в другом месте. Или вечерком время будет. Привет, подлуга. Как дела тебе? Все нормально. Что надо, Галифа? Говорите. Это надо Как всегда? по 2 метра. 200 рублей тебе. Всегда. Сколько? 2 метра 200. А тебе 100 рублей. Я продал 150. Тебе 100 рублей, ма. Что ты забыл, что ли? Да? Вот. Мне надо дешево. Дешево. Я продал 150. Тебе 100 рублей. Да? Подруга, давай за 100. Нет. Он все это если. Подруга, надо мне, Я надо. знаю. 2 метра 200. Шучу я, шучу. Так, Все есть у меня. вот что есть у нее. Вот Китай город. Что, парано надо? Не, Так, пару съел. не надо. Ага. Бурко наклейку делает. Стекло второе ставит. Молодец парень, работяга. Машин много, сегодня воскресенье. Вообще мест нет, еле нашли. Если здесь останется, то в зеркало делаешь, ага. Зырку? Ага. Ну, если останется. Да, да. Вот так. Ага. Без отверстий технологических. У нас уже холодно, минус 30. По пути она забьется пылью, грязью, льдом, снегом. И как раз будет для нас. Тепло будет. Ну, то если очень холодно будет, то что-то еще придумаем. Green Auto приехал на антифриз менять. Молли Green Auto. Замена антифриза обошлась 3800. Вот так. Ну вот, поменял шины. 205, 65, 15. Место. Здесь места еще много. И здесь полно. Сзади тоже места полно. 2200 рублей. 7 часов вечера. Вот шиномонтаж. Автомойка. Заправка. Заправился. Ужин. Родник. Чай. Салат. И рассольник. Получилось вот. Доброе утро. Вчера проехал 750, проехал Хабаровск, поспал. Вот заправился полный бак и проверим, сколько чего. Показывает 505 километров можно проехать.
Минус 9 за бортом. О, щит. Хабаровский. Ты только что или как? Проехал 100 километров. Бак чуть-чуть упала. И 417 оставалось. Завтрак у Коляна. 270. Проехал 200. Осталось 349 и бак. Проехал 300 и бензин почти полбака. Проехал 400, осталось 176 и бензин. 500 километров проехал, говорит 95. И вот 600 километров проехал, 36 осталось, говорит. И уровень, лампа пока не горит. Сейчас через 10-15 километров заправку будет. Подумаем. Вот и загорелась. Еще до заправки примерно по 20 километров. Приехал 671 0. Вот столько. Проверим примерно сколько там осталось. Заправился. Полный бак. 671 километр. Влезло 42,5 литра. Еще примерно 10 километров оставалось в баке. Вот показывает 557. Утром было 505. Показывало полный бак. А я проехал 671. Ну посчитайте. Кому интересно. 671 на 42,5 литра. Между Птындой и Лапли машины выехали. Много их, оказывается. Приехал. Снег идет, тепло, минус 20.
скользко. Это камушки летят. Нерингри. Заправка Опти. 10 литров ограничение во всех заправках. Как быть в Чульмане? Заправлюсь тогда. Вот. По 10 литров. Чульман, столовая, борщ, плов, салат, сосиска в тесте. И получилось 382 рубля. Плов 150, борщ 75, чай с сахаром 7 рублей. Алдан. 95, 66, 20. Опять по 10 литров. Справимся. Сейчас опять на заправку. Когда это закончится? 10 литров. В Амурской области все нормально, в Хабаровском крае все нормально, в Приморском все нормально. Только у нас томат. Опять 10 литров. Осталось 430 примерно до Якутска. Не буду заправляться. Последняя заправка, так скажем. Вот, приехал в Якутск. Минус 30 градусов. Тепло, однако здесь. Как 2 часа ночи. Светофоры, светофоры. Очень много светофоров. Метров здесь есть или нет? Почему так много светофоров в Якутске? Кто объяснит? Вот. 200 метров. 5 светофор. Дорогу чистят, снег